Отделение гематологии Национального центра охраны материнства и детства не принимает новых больных. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Он рассказал, как произошло массовое заражение, которое привело к напряженной эпидемиологической ситуации. Угроза общая и опасна для всех. По словам Усинбаева, 17 апреля по 24 на лечении в отделении был ребенок с матерью. После выписки они некоторое время находились в Бишкеке, затем уехали в Тогусторо. При приезде на место для профилактики у них были взяты анализы и эпидемиологические показатели в целях исключения заражений, в ходе которых был выявлен коронавирус. Информация поступила в Бишкек, здесь был проверен весь персонал и все больные, а также ухаживающие за ними лица. В итоге ПЦР-диагностика показала положительный результат у 7 человек. У остальных 20 сотрудников, 13 детей и 7 матерей результаты отрицательные. Они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней. Были выявлены еще 7 человек, которые переведены в инфекционный стационар, из которых 2 сотрудники самого отделения, санитарка и медицинский работник. И переведены еще дети, которые находились на излечении, и 3 ухаживающих за этими детьми лица, то есть это мамы. После этого отделение, сотрудники, которые работали, они на сегодня находятся в обсервации, за ними проводится медицинское наблюдение, проведены лабораторные все исследования. Отделение находится, новых больных уже туда не принимают. Те больные, которые уже еще там остаются, они на сегодня под строгим наблюдением, они продолжают свои лечебные процедуры. В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случая коронавируса. В Бишкеке 2, в Чуйской области 4, в Джалабадской и Ошской областей 3, в Нарынской 12. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными коронавирусной инфекцией COVID-19 достигла 4071 человека. Об этом также сообщил Нурболот Усинбаев. По его словам, все эти люди находятся под домашним карантином и за ними наблюдают специалисты. Также на обсервации по стране находятся 676 человек. В Кыргызстане за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 7 работников правоохранительных органов, все случаи в Нарынской области. Среди сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, такие процессы сейчас наблюдаются, так же, как и среди медицинских работников. Это связано и с их профессиональной деятельностью, а также особенности их службы, потому что идут разводы, идут отчеты, собираются вместе, в группе работают, поэтому такая ситуация. По каждому случаю идет, конечно, эпидрасследование, устанавливаются факторы риска, причины и условия, при которых получает такое заражение. Коронавирус также выявлен у 3 медицинских работников. Теперь общее число заболевших медиков составило 224. 161 медик выздоровел, выписан и вернулся к работе. Похоже, решился вопрос и по выплатам компенсации медикам, которые заразились коронавирусом. Правительство все-таки выплатит им по 200 тысяч сомов, а не по 100. Накануне, отметим, депутаты возмутились тем, что вдвое сократили размеры компенсации. Позже пресс-служба Кабмина сообщила, что премьер-министр подписал постановление, согласно которому на выплату единовременных компенсаций медицинским и иным работникам здравоохранения из бюджета будет выделено 50 миллионов сомов. Инфицированным будет выплачено по 200 тысяч, а семьям погибших медиков, как и было обещано ранее, по 1 миллиону сомов. При этом, как отмечается, решение о выплате компенсации будет приниматься после служебного расследования каждого случая заражения или смерти. Отметим, на сегодня зарегистрирован 1 летальный исход. 2 мая умерла врач ЦСМ номер 3 Джузюм Кукумбаева. Комиссия уже сформирована. В состав этой комиссии входят представители госэкотехинспекции, по охране труда инспекторы. Здесь представители профсоюзов медицинских работников, защищать права наших медицинских работников, ведущие специалисты разных отраслей Министерства здравоохранения, которые проводят эту работу, и они должны
готовить заключение по каждому случаю. Тем временем в Чаткале обостряется эпидемиологическая ситуация. На сегодня в районе выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, из которых 13, как сообщил Усенбаев, произошло во время похорон. Он отметил, что все контактные лица взяты на контроль и находятся под медицинским наблюдением. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, заместитель министра рассказал, ЮНИСЕФ поставит в Кыргызстан лекарства для онкобольных из своих складов. По его словам, из республиканского бюджета для отделения онкологии выделено 160 миллионов сомов, из них 60 миллионов сомов для детской онкологии на закупку препаратов. У нас есть еще и договоренность уже с детским фондом ЮНИСЕФ. Буквально вот совсем недавно были встречи директора Национального центра онкологии, гематологии и с представителем Минздрава. Мы встречались с представительством ЮНИСЕФ в Кыргызстане и запросили содействие в обеспечении этими препаратами. На сегодня уже есть договоренность, что ЮНИСЕФ окажет содействие и помощь в поставках лекарственных препаратов, которые есть на их складах центральных, на сумму вот больше 55 тысяч долларов для Ожского отделения. Отмечу, что за сутки из стационара выписаны 23 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из больниц Бишкека выписаны 15 пациентов, города Ош 8. Так, всего из стационаров страны выписано 637 человек, переболевших коронавирусом. Кубат Хуанчпек Улу, Диас Акимбаев, НТС.